Дата, когда казахстанцам начнут делать прививки, стала известна. Сегодня все службы должны быть готовы к 1 февраля. В правительстве разработали поэтапный план со списком тех, кто первым получит вакцину. Сегодня должны были подписать соглашение о поставке первых 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник Ви». 1 февраля по всей стране будет дан старт вакцинации от коронавируса. В первом полугодии провакцинируем до 2 миллионов человек, вдвое больше во втором полугодии. В феврале 100 тысяч, в марте 150 тысяч. В апреле планируем охватить 600 тысяч пациентов, столько же в августе. Вот такие цифры у нас до конца года. На первом этапе прививки получат работники инфекционных больниц, скорой помощи, реанимации, приемных покоев и СЭС. Вторыми идут педагоги школ, вузов, колледжей и медработники ведомственных служб. Третья волна вакцинации коснется работников школ-интернатов, детских садов, студентов и тех, кто болеет хроническими заболеваниями. После них прививаться будут сотрудники правоохранительных органов, спасатели и работники закрытых учреждений. А далее все остальные группы риска. Кеш шарық қазақ елі, өткенде айтқандай, алдымызда елеулі тақырыптар әлі толып жатыр. Бүгін біз осындай бір өте маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Осы бейнеролик халықтың денсаулығына, барша Қазақстан Республикасы азаматтарына қатысты, жалпы еліміздің болашағына байланысты болады. Сондықтан бастай берейік. Ну что, дорогие казахстанцы, страна наша новостями полнится каждый день. За всеми, конечно же, не уследишь. Но вы, естественно, уже в курсе о законопроектах о семейном и бытовом насилии, о том, что Казахстан оказался страной с самой низкой минимальной заработной платой, о возможности снятия пенсионных накоплений. Подача заявок, кстати, стартует с 23 января. Ну и, конечно же, о предстоящей массовой вакцинации. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В Минздраве Казахстана уже сообщали, что в марте ожидается ухудшение ситуации с коронавирусом. Неутешительные прогнозы по пандемии сделал и профессор, доктор медицинских наук Сакен Амиреев. Он считает, что эпидситуация в Казахстане может ухудшиться из-за более агрессивных штаммов коронавирусной инфекции. По его мнению, единственным спасением станет вакцинация. Передает Нур-Кейзет. Кстати, о Нур-Кейзет, Тенгри-Ньюс и прочих новостных порталах Казахстана. Не так давно там одновременно прокатился ряд громких постов со ссылкой на РИА Новости о том, что от западной вакцины компании Pfizer умерло более 20 человек. Шум поднялся такой, что казахстанцы вмиг перепугались, ведь Минздрав закупает для вакцинации препараты именно западных производителей. А вот о российской вакцине «Спутник Ви», уже запущенной в производство, нам почему-то, помимо хвалебных од, ничего не говорят. Ведь ею также собираются прививать казахстанцев. Не кажется ли это вам странным? Походит на некую акцию черного пиара одного и проталкивания другого препарата. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что западная вакцина – это гарант безопасности и эффективности. Тем более при таких-то плачевных результатах. Но я хочу, чтобы казахстанцы знали что-то и о российской вакцине и трезво оценивали обстановку, а не слепо верили нашим СМИ. Тем более, мы ведь все прекрасно понимаем, что российская, что западная компания по вакцинации – это прежде всего бизнес. Это ведь уникальный бизнес с уникальными клиентами. Поэтому, чтобы хоть чуточку узнать, что из себя представляет российская вакцина, давайте послушаем одного из бывших советников Владимира Путина, общественного деятеля, политика и кандидата экономических наук Андрея Николаевича Илларионова. А вы верите в российскую вакцину? Россияне же первыми заявили о том, что они изобрели вакцину. Господин Путин заявил, не россияне, господин Путин, в то, что в ту вакцину, про которую сказал господин Путин, я не верю. И ни один разумный человек ее, естественно, не верит. Потому что у этой вакцины, как уже опубликовано, 144 побочных эффекта на 36 или 38 испытуемых. Эта вакцина не прошла базовых требований проверки. Это, опять-таки, не скандальная, а криминальная история. Поэтому на нее обращать
внимание, кроме того, чтобы включить ее в длинный список криминальных действий кремлевского режима, больше ничего с ней делать не нужно. Владимир Путин молодец! Знаю, что найдутся и те, кто скажет это фейк, что Илларионов предатель, работает на США, ЕС, рептилоидов, да на кого только угодно. Поэтому, если данный отрывок кажется вам неубедительным, давайте послушаем, что на этот счет скажут российские врачи и специалисты. Представители общественных объединений, народных советов и независимой ассоциации врачей, всего около 100 человек из разных городов РФ, пришли сегодня в здание Роспотребнадзора, чтобы задать вопросы главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Мы специалисты, эксперты. Мы написали несколько экспертиз и считаем, что действия Роспотребнадзора, во-первых, незаконные, во-вторых, антиконституционные, и они наносят действительно вред здоровью наших граждан. Мы, врачи, это понимаем. И у нас возникло подозрение, что либо Анна Юрьевна не справляется со своими служебными обязанностями и не выполняет своих должностных инструкций, либо она делает это специально. Сейчас мы направили несколько сотен тысяч волеизъявлений отказа от принудительной вакцинации, потому что вакцина не проверена, она не прошла клинических испытаний. И наши врачи, они говорят о том, что в принципе вакцины от коронавируса не может быть, а уже у 95% людей есть иммунитет к этой инфекции. И все равно людей на работах заставляют вакцинироваться. И от Роспотребнадзора нам пришел ответ, что если вы не будете вакцинированы, то вы будете составлять угрозу обществу. А это угроза отказа от вакцинации наравне с войной. Что это такое? Что за отношение к своим людям? Мы сейчас видим, как многие врачи вакцинируются и лежат с температурой 40. И это нигде не фиксируется. Это значит, что вакцина вызывает тяжелейшие осложнения. Они просто-напросто запускают третью волну. И вот мы сегодня приехали подать наше обращение. Во-первых, это остановить масочный режим, прекратить заставлять людей носить маски. Это наносит вред здоровью. Второе, остановить вакцинацию. Не так, что кто хочет вакцинируется, а кто не хочет, тот не вакцинируется. Нет. Вообще мы должны остановить эту принудительную вакцинацию препаратом, который, по всей видимости, наносит вред здоровью. Повторю еще раз. Наша вакцина эффективная и безопасная. Ну что, уже есть над чем поразмыслить, верно? Теперь вы понимаете, что не все так красочно, как нам рассказывают о российском препарате, и какой вакциной собираются прививать казахстанцев. Ведь хоть мы и не компетентны в вирусологии, но прекрасно должны понимать, чтобы разработать качественную, эффективную и, самое главное, безопасную вакцину, требуется немалое время, бесконечные пробы, тесты и расчеты. А Россия в попыхах, желая показать, что она еще что-то может, за каких-то полгода разработала якобы готовую для массового использования вакцину. А излишняя суетливость и спешка, сами знаете, ни к чему хорошему не приводит. Тема, связанная с вакцинацией, она должна быть актуальна одномоментно во всем мире. Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными, иначе распространить болезнь будет просто невозможно. Я просто похлопаю. Ну что тут скажешь? Их девиз «Главное рисануться», а там что-нибудь придумаем. Не знаю, пройдет ли такая схема в Российской Федерации, особенно после возвращения Навального, Россию охватили массовые митинги с требованием отставки Путина. Но как бы то ни было, мы также должны отстаивать свои интересы. Поэтому, если вы владеете хоть какой-то важной и полезной информацией, делитесь ею. Так же, как и этим видео. Не оставайтесь в стороне, будьте активными в общественной жизни Казахстана, так же, как это делает автор канала Сақтардың ұрпақтары. Диас – начинающий блогер и настоящий патриот своей родины. Он активно озвучивает важные социальные и другие проблемы Казахстана, работает на сплочение народа и сближению нас с тюркским миром. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь и будьте в курсе. А что до нас? Просто не забывайте оценивать нашу работу лайком, подписываться на канал, оставлять свои комментарии и по возможности поддерживать канал финансово. Все реквизиты будут в описании.
А мы, в свою очередь, будем вам признательны и продолжать свою работу на благо нашей Родины. Ал соңында, ардақты ағайын, қорытынды ретінде не айтайық? Осындай жағдайда бір-бірімізге мейірімді, ынтымақтасты болып, жақын туысқандарымызға көмек көрсетіп, осы індеттен баршамыз сақ болайық. Аман сау, келесі көріскенше.